Деревня Саузбаш расположена в Краснокамском районе Республики Башкортостан в 50 километрах от районного центра Никола-Березовка. Согласно данным Всероссийской переписи 2010 года, в деревне проживали 454 человека, преобладающая национальность – башкиры. Мен үзем шушы Саузбаш авылында туып үскәнмен. Әтием дә бәләкәйдән үк шушы Саузбаш авылына килгән, шушында үскән. Менә мин хәзер 4нче тапкыр перепис үткәрәм. 80%-тан артык башкортлар инде. 10% руслар, 10% татарлар, удмуртлар, төрле менә килгән кешеләр. Беренче авылларыбыз су баскан, су басканнан соң күчкән. Безнең халык электән Җәнә дигән авыл булган, Картавада булган. Алар инде хәзер су Гресс аркасында, Нижнекамский Гресс аркасында су басты, шуңа күченделәр безнең халык. Еней – родовое, клановое подразделение башкирского этноса. Родовой состав Бугазы, Камбар, Тугыз. В XII-XIII веках енейцы расселились по притокам Камы, рекам Степной Зай и Шишма. В XIV-XV веках переселились в долину нижнего течения реки Белой и на земле между реками Ик и Сюнь, где оказались в соседстве с племенами Байлар, Буляр, Гере, Елан и Киргиз. По данным Рычкова, в середине XVIII века насчитывалось 400 дворов. В конце XVIII-XIX веков территория расселения енейцев входила в Мензелинский уезд, а в период кантонной системы управления в 10-й и 11-й башкирские кантоны. Ныне территория расселения входит в Илишевский и Краснокамский районы Республики Башкортостан и Актанышский район Республики Татарстан. Иң беренче Җәнәй барлыкка килгән 1859 елда. Аннан соң инде 3 авыл безнең монда барлыкка килгән бер рәттән 1860 елда Саус авылы барлыкка килде. Аннан соң Саузбаш авылы 1861-дән 80 елларга чаклы үзгәреп торды инде. Истоки нашей деревни ведут к современной территории Актанышского района Республика Татарстан, которая раньше принадлежала Уфимской губернии Мензелинскому уезду. Причиной их переселения стала нехватка земель на их территории. И в конце XIX века наши деды начали постепенно переселяться на этой земле. И одним из них является мой дед Тухватуллин Мухаммад Газиз, 1865 года рождения. Ныне потомки енейцев населяют деревни Сауз и Саузбаш Краснокамского, Зяйлева, Кипчакова, Турачи Илишевского, села Чапаева-Давлекановского, Шланлыкуль, Старый Шигай, Старые Бугады Буздякского, Кокрыбаш, Нижние Бишинды Туймазинского районов Республики Башкортостан. В Агрызском районе Татарстана они населяют аулы Исинбай, Девятерня, Утеган, Кадыбаш, Старый и Новый Сляг, Нарат, Касай, Гали. В Актанышском районе к их селениям относятся Новые Бугады, Буазкуль, Калмаш, Сууксы, Нижние и Верхние Урьяды, Чалманарат, Шабыз и другие. 3-4 версия әйтәләр инде ул авылныкын. Кемдер Саус күле булганда, Саус күле башы булгачтан Саус баш дип әйткәннәр. Кайберсе саз сүздән чыккан, безнең якта сазлар күп, саздан алынган дип тә сөйләнәләр инде. Этноним племени Еней упоминается Константином Багрянародным в перечне древневенгерских племен. Элемент Ене присутствует в многочисленных названиях населенных пунктов современной Венгрии. Общность древней основы башкирского «еней» и венгерского «ент» у лингвистов сомнений не вызывает. Немет следующим образом представляет себе развитие этнонима: «женеа», «женеи», «жено». Все башкирские диалекты и говоры, кроме одного, кроме гайнинского, по своим границам не совпадают с границами
родоплеменных клановых структур. То есть практически во всех случаях либо один говор охватывает сразу несколько родов племен, либо наоборот один род, представители его, будучи расселенными на широкой такой территории, они говорят на нескольких разных говорах и даже разных диалектах. Иногда получается так, что одно очень широко расселенное племя, один широко расселенный клан, он фактически охватывает весь ареал башкирского языка, и мы в говоре разных структур этого племени видим вообще все башкирские говоры. Что касается енейских башкир и башкир рода Гирей, проживающих с двух сторон в устье реки Белой и по течению реки Камы ниже устья Белой, то они являются носителями нижнебельско-икского говора северо-западного диалекта башкирского языка. Безнең авылыбызда шушы гореф-гадәтләр электән ата-бабаларыбыздан бирелеп килә. Ниләр төшереп, кодага сорарга килеп, ondan sonra килен төшереп, кашовка белән килделәр. Кыңгыраулар тагып, менә шу тостымалларны тагып, шаккатмал итеп, нигә килделәр? Мен шушында загызга киттек сельсоветта. Килен төшкәнегә пар мендәр киләсең инде. Шуннан соң төшү белән әл башта мендәргә бастыралар бит инде. Ondan соң бал белән май каптыралар. Шуннан соң өйгә кергәч инде пар мендәр, үзеңә пастел бөтен нәрсәң инде журганың булырга тиеш бит инде. Тәрәдә корылмалар бөтенесе дә шаршау элек түрләмә бит инде барысы да. Менә мин үзем шулай итеп бардым инде. Идәнгә җәймә, сугылган җәймә, хәзерге күк кабер түгел бит инде, суккан җәймә. Шулай иттереп, шундый ялалар белән инде. Второй яркой достаточно особенностью этого говора является сохранение реликтовой для башкирского языка мягкой согласной «ж» в позиции характерного для башкирского литературного языка и краткой. То есть там достаточно часто говорят «жай», «жаяу», «жиелыш» и так далее. Вот. Нужно сказать, что употребление вот этой мягкой согласной не является, опять же, показателем того, что это говор, скажем, не башкирский, потому что в дальнейшем по всему башкирскому ареалу спорадически эта черта встречается. На северо-западе, в северо-западном диалекте она очень ярко представлена в гайнинском говоре на территории Пермского края, и дальше на восток она является определяющей особенностью восточного диалекта. Там она может быть как твердой, так и мягкой. Но в целом, согласно представлениям современных исследователей-компаративистов, тех, кто специализируется на сравнительно-историческом языкознании, для тюркских языков, кипчакских языков Урала-Поволжья вот эта «ж» является не инновацией, она является реликтом. То есть именно из нее в процессе такого упрощения произношения уже выросла литературная башкирская и краткая. В исследовании историка Анвара Асфандиярова «История сел и деревень Башкортостана» указано, в 1816 году Саузово зафиксировано 20 дворов со 120 жителями. По шестой ревизии 1811 года все они числились в коренной деревне Мензелинского уезда, но проживали в новой деревне, находящейся в Бирском уезде. Жители – башкиры-вотчинники. 360 человек показала 9-я ревизия 1850 года, 455 башкир при 96 домах в 1870 году, 760 жителей и 138 домов в 1902 году, 930 человек и 191 двор в 1920 году. Согласно переписи, жители башкиры. Ne Kuray iyi, ondan kubuzda oynadı, ondan garmında oynadı, Talyan garmında oynadı. Tıppır bir yerge, iman edenler kirek, iman edenler üstüne, iman üsteller kirek diyen oynaytırganı kubuzna. Kuray neydi formalar bulgan? Ağaz kurayı mı? Niye tuguluk ne? Küpşe. Barıyorlar, yangadan teki tişleri... Zor buldu mu belki buldu mu? Mınamının hatıragi. Этот говор был выделен достаточно рано, еще в 30-е годы, в ходе экспедиций, проводившихся по инициативе Министерства просвещения Башкирской автономной Советской Республики. И первоначально по наиболее яркой фонетической черте он обозначался как диалект «the». Позднее этот говор занял свое место в общей классификации башкирских говоров диалектов, благодаря усилиям исследовательницы Сырьи Фазуловны Мержановой,
доктора филологических наук, предпринятых в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. Его ключевой особенностью с точки зрения фонетики является очень широкое использование межзубного звонкого звука «the», как в тех позициях, в каких он встречается в башкирском языке, в башкирском литературном и в других говорах, то есть в аффиксах, в начале слогов, внутри слова, «иден», «без», «безнен» и так далее. И его особенностью, которая сближает его также с демским говором, является то, что звук «the», использование которого в начале слов для башкирского языка не характерно, потому что «the» в начале слов – это показатель того, что слово заимствовано во всех абсолютно случаях. Вот в нем, в нижнебельско-икском говоре и в демском «the» выступает в том числе и в начале слов. То есть в таких словах, как «лу», «ваман», на литературном будет «заман», и даже в русских заимствованиях, например, диалектологи фиксировали произношение «завод» вместо «завод». Все это говорит о том, и не только это, говорит о том, что первоначально говор нижнебельско-икских башкир, в том числе енейцев и гирейцев, которые достаточно рано поселились на этой территории, был в свое время первоначально, возможно, продолжением демского говора. Однако в демском говоре процессы фонетические, которые создали современный башкирский язык, они ушли несколько дальше, то есть там произошел переход мягкого «ж» в «е», произошел переход общетюркского «ч» в «с», а в нижнебельско-икском все это осталось практически без изменений. Женей ырылның теле бетмәсесе нимә эшләргә кирәк? Ну, тел бетмәй, нишләп бетергә тиеш ул? Тел бетмәячәк, беркайчан да. Без бит урысча сөйләшмәйбез, бүтәнчә сөйләшмәйбез. Менә минем телем ниндәй ул, нәмәдәй. Тел бетмәячәк бер вакытта да. Минем ата-бабадан, әби-бабайдан, пра-бабайлардан калган тел шушы тел белән барачакбыз. Шушылай яшәячәкбез, Алла бирсә. Biz авылның киләчәге булсын өчен бүтән көчебез белән тырышабыз. Безнең авылыбызда менә әле Савызбаш белән Савыз авылында 3 көнә ел газ кергәнгә. 3 авылыбызда да сулар кергән, юлларыбыз бар, урамнарда утларыбыз бар. Безнең 100% дип әйтергә була менә бүгенге көндә. Балалар туып тора, мәктәпләребезне саклап киләбез. 3 авылда да безнең фельдшер пунктларыбыз эшли. 3 авылыбызда да библиотекабыз бар, клубларыбыз бар. Аллага шөкер, безнең киләчәгебез бар. Мин шушы авылда тудым, шушы авылда яшәдем, шушы авылда тормышка чыктым, шушы авылда бүгенге көндә дә яшәймен, авылымны бик яратам. Бер кая да китмәймен, китмәдем дә, китмәячәкмен дә.